Вы когда-нибудь чувствовали, что кто-то вокруг вас истощает вашу энергию, распространяет негатив и саботирует ваши усилия? В сегодняшнем видео мы собираемся раскрыть 9 явных признаков того, что рядом с вами может быть кто-то с плохими намерениями. Это жизненные уроки и мудрость, которые нам всем необходимо знать, чтобы защитить свой внутренний мир. Выявив эти признаки, вы сможете распознать нездоровое эмоциональное поведение и создать вокруг себя более здоровую среду. Независимо от вашего возраста, с течением времени становится все более важным ценить свое эмоциональное благополучие. Оставайтесь со мной до конца и узнайте, как выявить эти негативные влияния и избавиться от них, чтобы жить более полной и безопасной жизнью. Начнем с первого признака – тонкой манипуляции. Представьте себе человека, который ласковыми словами и дружелюбными улыбками получает от вас то, что хочет, даже не осознавая этого. Она может показаться другом, но на самом деле она ведет опасную игру. Тонкая манипуляция – один из самых трудных для распознавания признаков, поскольку манипуляторы – мастера скрывать свои истинные намерения. Они используют тщательно подобранные слова, чтобы влиять на ваши мысли и действия. Это может начаться с комплимента здесь, завуалированной критики там. Прежде чем вы это заметите, вы почувствуете, что вам нужно их одобрение. Это психологическая игра, в которой они всегда выигрывают, а вы чувствуете себя все более потерянным. Эти люди знают вашу неуверенность и слабости и используют эти знания против вас. Например, они могут предположить, что вы недостаточно хороши и вам нужно совершенствоваться, но делают это так, будто пытаются помочь. На самом деле, они подрывают вашу уверенность. Тонкие манипуляторы часто выдают себя за жертв, заставляя вас чувствовать ответственность за их благополучие. Если что-то пойдет не так, это потому, что вы сделали недостаточно. Это смена ролей, классический метод обретения контроля над собой. Другой пример – тактика газлайтинга, когда реальность искажают, чтобы заставить вас усомниться в собственном здравомыслии. Со временем это постоянное сомнение подрывает вашу самооценку и усиливает их власть над вами. Как выявить эти манипуляции? Обратите внимание на то, что вы чувствуете после общения с этим человеком. Если вы часто чувствуете вину, тревогу или растерянность, это может быть признаком манипуляции. Также обратите внимание, как часто этот человек меняет свое отношение, чередуя доброту и холодность. Такое непоследовательное поведение является красным флагом. Крайне важно понимать, что намерения этих людей редко бывают добрыми. Они стремятся контролировать и влиять ради собственной выгоды, а не ради вас. Распознавание этих признаков – первый шаг к защите себя. Стоическая мудрость учит нас сохранять ясность и сосредоточенность ума, не позволяя увлечься обманчивыми словами. Укрепите свой разум, доверьтесь своему восприятию и научитесь распознавать и понимать тонкие манипуляции. Этот навык необходим для поддержания внутреннего покоя и защиты эмоциональной целостности. Второй предупреждающий знак – эмоциональный вампир. Бывало ли у вас когда-нибудь чувство усталости после общения с кем-то, хотя вы не делали ничего физически утомительного? Это может быть признаком того, что вы имеете дело с эмоциональным вампиром. Эти люди способны истощить вашу энергию, оставив вас истощенным и потерявшим мотивацию. Эмоциональные вампиры часто скрыто присутствуют в нашей повседневной жизни. Кажется, что они всегда находятся в центре какой-то драмы, привнося негатив в каждый разговор. Поначалу может показаться, что им просто нужно плечо, на которое можно опереться, но со временем понимаешь, что, побывав с ними, чувствуешь себя опустошенным. Эти люди часто преувеличивают свои проблемы и кризисы, заставляя вас чувствовать себя обязанным им помочь. Его постоянное присутствие и непрекращающиеся жалобы начинают сказываться на его собственном эмоциональном состоянии. Постепенно вы начинаете избегать определенных мест или событий просто для того, чтобы вам не приходилось с ними взаимодействовать. Эмоциональные вампиры часто не осознают, какое влияние они оказывают на других. Они не осознают, что их отношение истощает жизненные силы окружающих. Поэтому очень важно научиться распознавать эти признаки и принимать меры для защиты своей энергии. Стоицизм может стать отличным инструментом в этой битве. Сосредоточив внимание на контроле своих реакций, а не на действиях других, мы можем создать защитный барьер против эмоционального истощения. Практика спокойствия и рациональности помогает нам не эмоционально вовлекаться в драмы, которые приносят эти вампиры.
Очень важно установить четкие границы. Скажите «нет», когда это необходимо, и избегайте чувства вины из-за того, что вы ставите свое благополучие на первое место. Стоическая мудрость учит нас, что мы не можем контролировать поведение других, но можем выбирать, как на них реагировать. Эта перспектива дает нам возможность сохранять равновесие даже в самых стрессовых ситуациях. Берегите свою энергию, сохраняйте самообладание и помните, что вы заслуживаете отношений, которые питают, а не истощают. Третий признак – деструктивная критика. Критика – часть жизни, но не вся критика одинакова. Некоторая критика конструктивна, она помогает расти и совершенствоваться. Другие, однако, деструктивны и предназначены для того, чтобы разрушить и подорвать вашу самооценку. Знание разницы между ними необходимо для защиты вашего психического здоровья и повышения устойчивости. Конструктивная критика исходит от людей, которые действительно заботятся о вашем благополучии и развитии. Они предлагают конкретные предложения, фокусируются на поведении, которое вы можете изменить, и сопровождаются сочувствием. Вы чувствуете, что человек пытается помочь, и даже если критику трудно услышать, вы знаете, что это для вашего блага. Напротив, деструктивная критика часто носит расплывчатый, личный характер и заряжена негативом. Те, кто критикует деструктивно, обычно больше заинтересованы в том, чтобы указать на ваши недостатки, чем помочь вам стать лучше. Эти нападки могут быть замаскированы под невинные комментарии или шутки, но их влияние на вашу самооценку может оказаться разрушительным. Эта критика может исходить от коллег, друзей или даже семьи. Они заставляют вас чувствовать себя неадекватным, неуверенным и немотивированным. Если со временем вы примете эту критику за истину, она может подорвать вашу уверенность и помешать вашему личному и профессиональному росту. Стоицизм предлагает ценные инструменты для борьбы с деструктивной критикой. Во-первых, важно помнить, что вы не можете контролировать то, что говорят другие, но вы можете контролировать свою реакцию. Сохраняйте спокойствие и оценивайте критику объективно. Спросите себя, имеет ли эта критика какое-либо основание. Это исходит от кого-то, кто действительно понимает ситуацию. Научиться отделять то, что полезно, от того, что вредно, является решающим шагом. Если критика имеет какую-то ценность, используйте ее для улучшения, в противном случае откажитесь от него. Не позволяйте ядовитым словам проникнуть в ваш разум. Развивайте сильное мышление, основанное на уверенности в себе и ясности собственных ценностей и навыков. Также важно практиковать самосострадание. Будьте добры к себе и признайте, что каждый совершает ошибки и есть области для совершенствования. Деструктивная критика может заставить вас чувствовать себя изолированным и беспомощным, но осознание того, что вы находитесь на непрерывном пути обучения и роста, может помочь противодействовать этим негативным чувствам. Окружение себя позитивными и заслуживающими доверия людьми – еще одна эффективная стратегия. Друзья и наставники, которые предлагают честную и конструктивную поддержку, неоценимы. Они не только помогают вам расти, но и обеспечивают сбалансированную точку зрения, особенно когда вы сталкиваетесь с резкой и несправедливой критикой. Укрепление вашей устойчивости – это непрерывный процесс. Научившись различать конструктивную и деструктивную критику и применяя стоические принципы, вы сможете защитить свою самооценку и продолжать расти здоровым и позитивным образом. Если вы считаете эти советы ценными и хотите еще глубже углубиться в мудрость стоиков, чтобы изменить свою жизнь, у меня для вас есть новости, которые нельзя пропустить. Откройте для себя мою эксклюзивную электронную книгу о том, как применять стоицизм в повседневной жизни. В нем вы найдете практические стратегии борьбы с токсичными людьми, сохранения внутреннего покоя и достижения более сбалансированной и полноценной жизни. Не упустите возможность всегда носить с собой эти ценные уроки. Нажмите на ссылку в описании и получите свой прямо сейчас. Воспользуйтесь этим уникальным шансом улучшить свой личный путь и достичь мудрости и стойкости в жизни. Четвертый признак – очаровательная фальшь. Иногда мы встречаем людей, которые кажутся воплощением доброты. Они всегда улыбаются, говорят правильные вещи, предлагают помощь. Однако за этим очаровательным фасадом может скрываться фальшь, которую трудно обнаружить. Маска доброты – один из самых эффективных инструментов лицемеров, и раскрытие истины, скрывающейся за этим отношением, может оказаться непростой задачей. Эти люди знают, как завоевать ваше доверие.
Поначалу они кажутся идеальными друзьями, готовыми помочь в любой ситуации. Но со временем вы можете начать замечать небольшие несоответствия, невыполненные обещания, пустые комплименты и действия, не соответствующие словам. Это предупреждающие знаки. Очаровательная фальшь раскрывается в тонких моментах. Это может быть улыбка, которая не достигает ваших глаз, или тон голоса, который кажется натянутым. Эти люди часто делают большие жесты доброты публично, но их действия наедине говорят о другом. Как будто они всегда играют роль, чтобы произвести впечатление на других. Разоблачить лицемерие может быть неприятно, особенно если вы чувствуете, что вас предал тот, кому вы доверяли. Однако это важный шаг на пути к защите вашего эмоционального благополучия. Прямое противостояние этим людям может оказаться неэффективным, поскольку они являются мастерами искусства манипулирования. Вместо этого дистанцироваться и ограничить их влияние на вашу жизнь – более практичный подход. Окружение себя аутентичными людьми – один из лучших способов сохранить свою аутентичность. Приняв стоический подход, вы научитесь ценить содержание выше внешнего вида. Очаровательная ложь может быть привлекательна на первый взгляд, но она не обладает стойкостью истинной доброты. Подлинность создает глубокие, значимые отношения, тогда как лицемерие неизбежно разваливается. Наконец, помните, что лучше иметь несколько настоящих друзей, чем много ложных знакомых. Качество ваших отношений важнее их количества. Подлинность, как ваша, так и других, является основой сбалансированной и приносящей удовлетворение жизни. Оставайтесь верными себе, и вы всегда будете окружены верными союзниками. Ревность и зависть – сильные эмоции, которые могут отравить отношения и разрушить внутренний мир. Эти чувства часто проявляются неуловимо, но их последствия могут быть разрушительными. Выявление этих признаков имеет решающее значение для защиты вашего разума и поддержания гармонии в вашей жизни. Ревнивцы могут вести себя дружелюбно, но в их комментариях всегда чувствуется нотка горечи. Они могут принижать ваши достижения или хвалить вас саркастическим тоном. Зависть проявляется в неодобрительных взглядах, когда вы достигаете того, чего хотели, или в комментариях, которые сводят на нет ваши усилия. Ревность же возникает, когда кто-то чувствует, что что-то теряет из-за вас, будь то внимание друга, признание на работе или даже личный успех. Эти люди могут попытаться преуменьшить свои достижения, чтобы почувствовать, что они восстанавливают свое положение. Завуалированная конкуренция и необходимость доказать свое превосходство – признаки ревности. Обе эмоции, ревность и зависть, создают токсичную среду. Негативная энергия, генерируемая этими людьми, может повлиять на ваше эмоциональное состояние, вызывая стресс и неуверенность в себе. Если вы вовремя не распознаете эти признаки, вы можете оказаться под влиянием этого негатива, засомневавшись в себе и своих возможностях. Стоическая философия предлагает ценные инструменты для решения подобных ситуаций. Во-первых, важно сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, на своих реакциях и эмоциях. Не позволяйте зависти и ревности других влиять на ваше внутреннее спокойствие. Оставайтесь сосредоточенными и помните, что эти эмоции говорят больше о других, чем о вас. Практика безразличия к тому, что находится вне вашего контроля – один из главных уроков стоицизма. Если кто-то завидует или завидует вам, это его битва, а не ваша. Поняв это, вы сможете избежать втягивания в порочный круг конкуренции и негатива. Установление здоровых границ также имеет ключевое значение. Не позволяйте чужому негативу вторгаться в ваше личное пространство. При необходимости дистанцируйтесь от людей, которые постоянно проявляют зависть или ревность. Цените отношения, основанные на взаимной поддержке и уважении. Сосредоточение внимания на собственном росте без сравнения себя с другими помогает вам сохранять правильную точку зрения. У каждого человека свой путь и свои битвы. Сосредоточившись на своих целях и прогрессе, вы уменьшаете влияние негативных эмоций других людей на свою жизнь. Ревность и зависть могут попытаться затмить ваш блеск, но с помощью стоической практики вы сможете сохранить горящий внутренний свет и защитить свой внутренний мир. Продолжайте идти своим путем спокойно и уверенно. Если вам понравились эти советы и вы хотите и дальше получать ценные идеи о том, как изменить свою жизнь с помощью мудрости стоиков, не забудьте подписаться на канал прямо сейчас. Включите уведомления, чтобы не пропустить ни одного эксклюзивного контента, и присоединяйтесь к нашему сообществу людей,
которые ищут личностный рост и эмоциональное равновесие. Присоединяйтесь к этому преобразующему путешествию. Еще один важный аспект, о котором следует знать, это тонкое неуважение, один из самых коварных способов подорвать доверие в любых отношениях. Небольшие отношения, которые кажутся безобидными, но постепенно подрывают уважение и взаимное доверие. Заметив эти признаки, вы сможете защитить свою эмоциональную целостность. Это неуважение может проявиться самым неожиданным образом: уничижительный комментарий, замаскированный под шутку, постоянная критика ваших привычек или решений, или даже неуважение к вашим чувствам и мнениям. Это взгляды, которые по отдельности могут показаться незначительными, но в совокупности они создают враждебную среду. Тонкое неуважение часто сопровождается отрицанием. Столкнувшись с этим, эти люди могут заявить, что вы преувеличиваете или что это просто шутка. Этот тип реакции – это тактика, позволяющая отвлечь внимание от неподобающего поведения и возложить вину на вас, заставляя вас усомниться в собственном восприятии. Установление жестких границ является ключом к борьбе с тонким неуважением. Четкое сообщение о том, что приемлемо, а что нет, помогает определить эмоциональную территорию. Заметив неуважительный комментарий или отношение, не стесняйтесь выразить свое недовольство. Сказать что-то вроде «Мне не понравился этот комментарий, пожалуйста, не разговаривайте со мной так», может быть эффективным. Практика стоицизма имеет важное значение в этом процессе. Сохранение спокойствия и ясности ума позволяет объективно оценивать ситуацию, не увлекаясь гневом или разочарованием. Стоицизм учит вас сосредотачиваться на том, что находится под вашим контролем, то есть на ваших реакциях и выборе. Решение не терпеть неуважения и действовать твердо – это важный шаг к сохранению вашей самооценки. Чтобы защитить себя от тонкого неуважения, требуется постоянная бдительность и смелость устанавливать и поддерживать свои границы. Здоровые отношения основаны на взаимном уважении, и вы заслуживаете того, чтобы вас окружали люди, которые искренне ценят и уважают вас. Ловушка обмана – еще одна проблема, заслуживающая внимания. Невыполненные обещания способны глубоко разочаровать, особенно когда они исходят от людей, которым мы доверяем. Воздействие невыполненного обещания выходит за рамки сиюминутного разочарования, поскольку оно подрывает доверие и сеет семена сомнений и недоверия. Пустые обещания часто даются, чтобы выиграть время или избежать немедленного конфликта. Люди, которые их делают, часто имеют добрые намерения в данный момент, но им не хватает приверженности, необходимой для того, чтобы довести до конца то, что они говорят. Результатом является череда неудовлетворенных ожиданий, которые подрывают основу любых отношений. Чтобы выявить пустые обещания, необходимо обратить внимание на модели поведения. Случайное нарушение обещания может быть простительно, но когда это становится привычкой, это верный признак того, что что-то не так. Обратите внимание, если кто-то постоянно обещает измениться, но никогда не предпринимает для этого конкретных шагов. Слова без действий – просто шум. Доверие должно строиться на последовательности, а не на красивых словах. Действия говорят громче и раскрывают истинные намерения и характер человека. Когда кто-то по-настоящему ценит свои отношения, он показывает это действиями, а не только обещаниями. Стоицизм учит сосредотачиваться на настоящем и реальности происходящего вокруг нас. Применение этой философии поможет вам избежать ловушки разочарования. Вместо того, чтобы держаться за пустые обещания, сосредоточьтесь на текущем, осязаемом поведении. Это позволяет более точно оценить ситуацию и намерения людей. Установление четких и реалистичных ожиданий – еще один способ защитить себя. Когда кто-то дает обещание, спросите, как и когда оно будет выполнено. Такой практический подход не только возлагает на другого человека определенную ответственность, но и помогает оценить серьезность его намерений. Будьте откровенны в своих чувствах, когда обещание не выполнено. Выразите свое разочарование спокойно и четко, без обвинений. Люди часто не осознают последствий своих действий, пока им об этом не сообщат. Укрепление уверенности в себе и своих возможностях имеет жизненно важное значение. Не полагайтесь исключительно на обещания других чувствовать безопасность и счастье. Создание прочного фундамента уверенности в себе помогает минимизировать последствия невыполненных обещаний. Пустые обещания не должны определять ваши ожидания или вашу ценность.
Научитесь доверять действиям больше, чем словам, и вы избежите ловушки разочарования. Ваш мир и благополучие заслуживают такой защиты. Враг в тени – еще один аспект, требующий нашего внимания. Было ли у вас когда-нибудь ощущение, что кто-то из окружающих тайно настроен против вас? Диверсанты под прикрытием мастера искусства прятаться в тени, незаметно подрывая ваши усилия и прогресс. Они не очевидны, но их воздействие может быть разрушительным. Эти люди могут быть друзьями, коллегами или даже членами семьи. Они делают вид, что поддерживают вас, но их действия говорят об обратном. Они могут делать тонкие замечания, которые подрывают вашу уверенность, или давать советы, которые фактически сбивают вас с вашего пути. Эти действия, хотя и небольшие и замаскированные, могут иметь накопительный эффект. Задача состоит в том, чтобы идентифицировать этих скрытых диверсантов. Они умеют маскировать свои намерения, заставляя вас чувствовать себя параноиком или чрезмерно чувствительным. Однако обращение внимания на модели поведения может помочь выявить ваши истинные мотивы. Возьмем, к примеру, людей, которые всегда оставляют негативные комментарии или которые никогда по-настоящему недовольны своими достижениями. Стоическая мудрость может стать мощным инструментом в борьбе с этими тайными врагами. Стоицизм учит нас сохранять спокойствие и сосредотачиваться на том, что находится под нашим контролем. Приняв этот образ мышления, вы сможете защитить себя от попыток саботажа, оставаясь твердыми и сосредоточенными на своих целях. Один из важнейших уроков стоицизма – практика безразличия. Не позволяйте скрытым диверсантам повлиять на ваш внутренний покой. Признайте их попытки дестабилизировать вас, но не давайте им возможности изменить ваш курс. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать, на своих действиях, реакциях и собственном прогрессе. Очень важно установить четкие границы. Когда вы понимаете, что кто-то пытается саботировать вас, прямо и настойчиво сообщите о своих ограничениях. Не бойтесь противостоять вредному поведению. Часто простое привлечение внимания к таким действиям может заставить саботажников отступить. Также важно окружить себя искренне поддерживающими людьми. Создайте сеть поддержки, состоящую из людей, которые действительно хотят вашего процветания. Эти люди помогут нейтрализовать негативное влияние диверсантов, предлагая искреннюю поддержку и поощрение. Не менее важно размышлять о своих собственных действиях и мотивах. Убедитесь, что вы случайно не саботируете себя. Стоицизм учит нас размышлять над собой и критически относиться к своему собственному выбору и поведению. Практика благодарности – еще один способ усилить сопротивление саботажу. Будьте благодарны за поддержку и прогресс, которого вы достигли. Благодарность помогает вам сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на том, что действительно важно. Развитие устойчивого и адаптируемого мышления также имеет решающее значение. Диверсанты могут попытаться сбить вас с вашего пути, но если у вас хватит гибкости, чтобы адаптироваться и упорствовать, их попытки будут тщетны. Устойчивость – необходимое качество для преодоления препятствий и продолжения движения вперед. Никогда не недооценивайте силу знаний и подготовки. Всегда будьте на шаг впереди, планируя и предвидя возможные трудности. Подготовка и планирование не только помогут нейтрализовать диверсантов, но и укрепят вашу уверенность и способность противостоять любым невзгодам. Используйте стоические принципы, чтобы сохранять свой разум ясным и сосредоточенным, не позволяя скрытым саботажникам затмить ваш путь. Ваше путешествие ценно, и защита себя от этих врагов, скрывающихся в тени, является важной частью достижения ваших целей и жизни в гармонии с самим собой. Наконец, я хотел бы предложить вам стать участниками канала, чтобы получить доступ к эксклюзивному контенту и многим другим преимуществам. Просто нажмите кнопку «Стать участником» и присоединяйтесь к нашему сообществу, чтобы получать удивительные преимущества, поддерживая нашу работу. Не упустите эту возможность.